В прежние времена жил один бедный человек, и был у него единственный сын. Джигит ловил неводом рыбу в озере, так и кормил отца с матерью. Вот однажды закинул он в озеро свой невод, и попалась ему золотая рыба. Принес Джигит ее домой. Услышал падишах про эту рыбу и призвал к себе Джигита. «Скажи-ка, сынок, ты правда поймал золотую рыбу?» Тот отвечает: «Да». «Принеси мне ее», — приказал падишах. Хочешь не хочешь, пришлось Джигиту отнести во дворец драгоценный улов. Падишах велел принести большой таз, налить в него воды и запустить туда золотую рыбу. Как начала рыба плавать, сверкать золотой чешуей, так весь дворец осветился ярким светом. Падишах не может от нее глаз оторвать, сидит и смотрит. А визири падишаха, прослышав про то, что простой рыбак смог так хорошо угодить их господину, разозлились. «Того и гляди, этот парень захочет занять наше место», — сказал один визирь. А другой ответил: «Нужно избавиться от него, пока он молод и глуп». Думали они, что им делать, и решили сказать падишаху, что золотой рыбе нужна золотая вода. Пусть отправит за ней Джигита. И пошли визири к падишаху. «Повелитель, твоей золотой рыбе нужна золотая вода». «Где же мы возьмем золотую воду?» — заволновался падишах. А визири говорят: «Раз тот молодой рыбак сумел поймать золотую рыбу, сумеет и золотую воду принести». Призвал падишах Джигита к себе. «Сынок, раз ты уж принес мне золотую рыбу, принеси для нее и золотую воду». «Хорошо», — согласился тот и вернулся домой к отцу с матерью. «Зачем тебя звал падишах?» — спросили они. «Велел мне принести золотую воду». «Сынок», — заплакали отец с матерью, — «как же ты сможешь ее добыть? Уйдешь, не вернешься». «Нет, вернусь», — пообещал Джигит и пошел на поиски. Много прошел он разных земель, разных стран, и вот сел как-то раз отдохнуть, перекусить. Пока ел, подошел к нему один старик. «Куда идешь, сынок?» — спрашивает. «Я, дедушка, ищу золотую воду». «Если так, не сиди здесь долго, продолжай путь. Дойдешь до моря, и причалит к берегу пароход. Это непростое судно. Если на него садится счастливый человек, то уже через час он переплывает на тот берег. А если несчастный, целый год плыть будет. Поторопись, сынок». Вскочил Джигит и побежал. Успел как раз вовремя. Только сел на пароход, как сразу же отчалили от пристани. И через час уже к другому берегу подплыли. Удивляются матросы: что за чудо? Путь, который обычно за год проплывают, за 1 час проплыли. Значит, сел на борт очень счастливый человек. Сошел Джигит с парохода и дальше пошел по тропинке. Шел и вспомнил, что старик ему еще кое-что сказал. «Сойдешь с парохода, пойдешь по тропинке направо. Дойдешь до реки с высоким берегом, спустишься вниз». Дошел Джигит до высокого берега, нашел место поудобнее и спустился вниз. А как спустился, почувствовал, что силы покидают его. Сидел и случайно посмотрел на воду, а там очень красивая девушка. Поднял голову и видит, что стоит она на другом берегу, а в воде ее отражение. Сказала девушка: «Иди на этот берег». «Как же я перейду?» – спросил Джигит. «Перепрыгни. Наверное, сможешь всего 1 сажень перепрыгнуть». Прыгнул Джигит и перепрыгнул реку. Обняла его девушка. «Значит, это ты, братишка? Как же ты вырос!» Оказывается, эта девушка была его родной сестрой. Однажды ее украли пыри, и долгие годы она жила у них и готовила для них еду. Надо сказать, в этой стране пыри не было мужчин. Там жили только женщины. Вот девушка и говорит братишке: «Что же нам делать? Если они тебя увидят, то убьют. Давай переоденем тебя в женское платье». Переоделся Джигит, и пошли они во дворец Пери-Шахини. Визирем у Пери-Шахини была женщина по имени Чулак.
Каждый день Чулак давала девушке по 2 фунта мяса, и девушка варила из него суп. Вот и сегодня, как обычно, принесла 2 фунта мяса, девушка собралась сварить из него суп, а Джигит ей говорит: «Подожди-ка, сестра, давай я сварю это мясо!» И сварил. Чулак пришла и стала взвешивать вареное мясо. Вместо 2 фунтов мяса оказалось 3. Чулак доложила об этом Шахине. «Дай еще 2 фунта мяса, проверим», — приказала та. Чулак принесла еще 2 фунта мяса, и снова его сварил Джигит. Взвесила Чулак, опять 3 фунта. Тогда заподозрила Шахине неладное. «Эта девушка варит нам мясо уже много лет, и никогда такого не было. Сама она варит или кто-то варит вместо нее?» Чулак пошла к девушке и потребовала: «Скажи правду, кто варил мясо?» Отвечает красавица: «Когда вы меня украли, я была беременной. У меня родилась дочка. Теперь она выросла и помогает мне на кухне». Об этом доложили Шахине, но она не поверила. «Раз так, — сказала она, — соберите весь народ до единого человека и идите купаться». Собрался народ, все начали купаться. Так все и узнали, что в их страну пришел Джигит. «Что будем с ним делать?» — спросила Шахиня у своей верной Чулак. Чулак отвечает: «Я не хочу, чтобы этого Джигита убили. У нас ведь одни женщины. Когда мы состаримся и умрем, кто будет жить в нашей стране? Если он тебе нравится, выйди за него замуж». Джигит был очень хорош собой, поэтому Шахиня согласилась. Так он женился на пари Шахине. Жили они хорошо и ладно, только вот прошло некоторое время, и вспомнил Джигит про золотую воду, вспомнил мать с отцом и тосковать стал. Похудел, пожелтел от тоски. Жена его увидела это и говорит Чулак: «Мой муж о чем-то сильно тоскует. Расспроси его, что за печаль его мучает». Чулак поговорила с Джигитом: «Ты живешь в нашей красивой стране. Тебя все любят и уважают, заботятся о тебе. Что тебя печалит? Почему ты так похудел?» Отвечает ей Джигит: «Я поймал золотую рыбу и отдал ее нашему падишаху. Падишах велел мне принести для этой рыбы золотую воду. И если я не найду ее, моим отцу с матерью плохо придется». Чулак все рассказала своей повелительнице. «Где же он найдет золотую воду?» — расстроилась Пери Шахине. «Найти ее не так легко», — отвечает Чулак. «Но я могла бы в этом помочь». Очень обрадовалась Шахиня. Не успела она и глазом моргнуть, как Чулак ушла и вернулась с большим бурдюком золотой воды. Получив золотую воду, Пери Шахиня сказала своему мужу: «Человеку верить нельзя. Если ты уйдешь от меня, то больше не вернешься. Я клянусь, что вернусь», — пообещал Джигит. Тогда Чулак перенесла Джигита по воздуху в его родной город. Прощаясь, она дала ему 1 волос. «Если буду тебе нужна, сожги его, и я тут же окажусь рядом». Джигит поблагодарил ее и отправился в родительский дом. А падишаху сразу доложили, что герой вернулся. Позвал падишах его к себе во дворец и спрашивает: «Ну что, привез золотую воду?» Налил Джигит золотую воду в таз, где плавала золотая рыба. От этого весь дворец осветился еще ярче. Снова разозлились 2 визиря. Посоветовали они падишаху на этот раз приказать юноше добыть птицу с золотыми перьями, которая чудесно поет. «Молодец, сынок», — сказал падишах. «но вот слышал я, что живет у правителя дальней страны птица с золотыми перьями, которая чудесно поет. Добудь ее для меня». «Хорошо», — согласился Джигит и вернулся домой к отцу с матерью. «Зачем тебя звал падишах?» «Велел мне добыть птицу с золотыми перьями». «Сынок», — заплакали отец с матерью, — «как же ты сможешь ее добыть? Уйдешь, не вернешься». «Нет, вернусь», — пообещал Джигит и пошел искать чудесную птицу. Он сжег волшебный волос, тут же рядом с ним оказалась Чулак и перенесла его по воздуху во дворец жены. День 2 юноша был радостен.
а потом снова загрустил. Похудел, пожелтел от тоски. Жена его увидела это и говорит своей верный чулак: «Мой муж снова о чем-то сильно тоскует. Расспроси его, что за печаль теперь его мучает». Чулак поговорила с Джигитом, и он ей все рассказал. «Падишах велел мне добыть для него птицу с золотыми перьями, которая чудесно поет. И если я не найду ее, моим отцу с матерью плохо придется». Чулак передала эти слова своей повелительнице. «Такая птица живет у моей сестры. Когда умер отец, мы с ней поругались, никак не могли наследство поделить. И дали слово не разговаривать и в гости друг к дружке не ходить. Трудно будет добыть эту птицу», — опечалилась Паришахиня. «Я перехитрю твою сестру», — сказала Чулак и отправилась во дворец к сестре Паришахине. Поздоровалась и говорит: «Я пришла к тебе по важному делу. Твоя сестра вышла замуж за Джигита и приглашает тебя в гости. Привези жениху в подарок свою птицу с золотыми перьями». Та согласилась. Служанки наготовили много вкусных кушаний, убрали и украсили отдельный дворец для сестры Паришахини. А когда гостья прибыла, встретили ее с большими почестями. Обнялись сестры, поплакали вместе и порадовались. «Я слышала, ты вышла замуж. Где ж твой муж?» – спрашивает гостья. Привели Джигита, и подарила ему сестра Паришахини птицу с золотыми перьями, которая чудесно поет. Взял Джигит птицу, и Чулак снова перенесла его по воздуху в родной город. И снова дала ему один волшебный волос. «Если буду тебе нужна, сожги его, и я тут же окажусь рядом». Вернулся Джигит в родной дом к отцу с матерью. Они очень обрадовались, долго его обнимали. «Ждет ли меня падишах?» – спрашивает их сын. «Падишах умер, сынок», – отвечает ему отец. «Зато весь народ ждет твоего возвращения». Люди услышали, что Джигит вернулся, собрались на большой площади и выбрали его своим новым падишахом. Прогнал новый падишах злых визирей и назначил на их место добрых, а отца с матерью взял к себе во дворец. И стали они жить счастливо.